Порядка 20 соглашений на более чем 500 миллионов долларов. Это только предварительные итоги первого российско-кыргызского инвестиционного форума, который прошел 7-8 октября в городе Ош. Это 3 проекта в Баткенской области, в том числе и крупнейший на сегодняшний день инвестиционный проект строительства завода по производству газобетона в Баткенской области. Это 2 проекта в социальной сфере Баткенской области. Также это будущий проект, который будет сейчас в настоящее время прорабатываться. Был подписан контракт на 50 миллионов долларов на строительство 5-звездочного отеля на Иссык-Куле. В составе российской делегации более 150 человек, в том числе предприниматели, главы регионов России, а также представители правительства и аппарата президента. Это говорит о высоком уровне мероприятия и еще раз подтверждает стремление 2 стран к углублению многостороннего сотрудничества. Гостей приветствовал председатель Кабинета министров Кыргызской республики Акылбек Джапаров. Если по воле судеб закрывается окно в Европу, которую прорубил Великий Петр, то мы готовы открыть ворота в Азию. Отсюда, с Аша, с Ферганской долины, может начаться новое цивилизационное освоение и развитие не только Центральной, но и всей Азии. Мы вместе в одном экономическом союзе. И за последние 10 лет впервые Кыргызстан выходит на первую позицию в ЕАЭС по уровню и темпам доходности бюджета. Зампредседателя правительства России Алексей Аверчук напомнил, что в рамках ЕАЭС создана хорошая база для наращивания инвестиционного сотрудничества и развития как действующих, так и будущих проектов. И это очень важно и символично, что эта площадка у нас появилась именно сейчас. Она будет, я уверен, способствовать активизации нашей совместной работы. Россия остается ведущим торговым партнером Киргизии. В рамках инвестиционного форума прошли панельные дискуссии по нескольким направлениям. Участники обсудили евразийские транспортно-логистические коридоры и перспективы развития торговых площадок. А на сессии трансграничные агропромышленные кластеры, подняты важные вопросы продовольственной безопасности на евразийском пространстве. Кроме того, перспективы межрегионального сотрудничества в агропромышленной сфере и возможности трансграничного кластерного развития. Ту продукцию, которую производит Кыргызстан, необходимо обеспечивать качественным хранением с последующей реализацией. И как раз-таки оцифровка этих процессов на сегодня поможет к скорейшей реализации этих проектов. Безусловно, перспективным и взаимовыгодным для обеих сторон направлением является легкая промышленность. Кыргызстан приглашает российских инвесторов принять участие в реализации таких проектов, как Технополис в Чуйской области. В новом комплексе предполагается разместить около 40 предприятий на 10 тысяч работников. Там будут не только швейные предприятия, но и производство меховых изделий, трикотажной одежды, обуви, аксессуаров и фурнитуры. Другой амбициозный проект – промышленный парк «Кыргызтекстиль Лимитед» в Аше, рассчитанный на 7 тысяч рабочих мест. Была рада видеть, что есть определенные отзывы от российской стороны и заинтересованность в кооперации по текстилю. Отметим, что данный инвестиционный форум прошел под эгидой Российско-Кыргызского фонда развития. Нынешнее руководство фонда активизировало работу по улучшению взаимодействия бизнеса 2 стран. Начиная с 2021 года организован бизнес-форум на Иссык-Куле и 2 бизнес-миссии российских компаний в Кыргызстан. Они оценивали наш рынок, они присматривались. Сегодня мы провели совместно с коллегами первый кыргызско-российский инвестиционный форум, в рамках которого уже те идеи и намерения, которые были в предыдущие периоды смоделированы, спрогнозированы, они уже получили практический результат. Мы вышли на конкретные документы. И сейчас главное наращивать темпы нашего сотрудничества, поддерживать те проекты, которые нужны людям, как в промышленности, так и гуманитарные проекты в сфере образования, здравоохранения, культурных связей. Россия была и остается крупнейшим партнером Кыргызстана. Сегодня российские инвестиции действуют в самых разных сферах – в геологоразведке, добыче полезных ископаемых, торговле, энергетике. В свою очередь, в условиях политики импортозамещения в России кыргызстанские предприниматели увеличивают объемы поставок на российские рынки сельхозпродукции и продовольствия.